Добрый день, в эфире «Актуальное интервью». Сегодня мы наблюдаем, что количество обращений от граждан, пострадавших от действий мошенников, растет с каждым днем. Аферисты активно пользуются уже всеми известными схемами обмана, но нюрнбергцы, к сожалению, снова и снова попадаются на их уловки. Полицейские продолжают проводить акции и флешмобы, привлекая граждан к проблеме мошенничества. Выходят на улицы, общаются с горожанами, раздают листовки и объясняют, как предупредить необдуманные действия, влекущие досадные финансовые потери. Для обсуждения этой злободневной темы мы пригласили в нашу студию заместителя начальника ОМВД России по Нюрнбергскому району Дмитрия Базиленко. Дмитрий Евгеньевич, приветствую вас. Расскажите, пожалуйста, какие на сегодня самые, если можно сказать, популярные виды мошенничества в нашем районе, и в республике в целом? Добрый день. На сегодняшний день самыми актуальными видами мошенничества является это, конечно, мошенники представляются, звонят на телефоны, сотовые телефоны граждан и представляются сотрудниками банка. Просят предоставить номера карт, пин-коды, после чего списываются денежные средства. Еще одним из видов мошенничества, который сегодня тоже также является распространенным, это является при использовании сети интернет. Граждане пытаются продать, либо что-то купить, при этом переводят стопроцентные денежные средства, суммы за приобретаемый товар. В процессе мошенники обращаются к ним, перезванивают, что у них что-то не получается с переводом денежных средств, просят продиктовать также все данные по картам, пин-кодам, СМС-сообщениям, в результате чего все денежные средства уходят на счета мошенников, после чего эти счета телефоны блокируются. Кроме этого, встречаются такие случаи, как наши граждане приобретают в сети интернет различного рода биологические добавки либо лекарства. Звонят мошенники, представляются сотрудниками Следственного комитета либо других правоохранительных органов, говорят о том, что возбужден ряд уголовных дел, установлены эти мошенники, что гражданам положена компенсация, и при этом, чтобы получить данную компенсацию, просят перевести либо налог, либо госпошлину, после чего, опять же, мошенники отключаются и пропадают. На сегодняшний день это самые распространенные виды мошенничества на территории нашего района, и в целом на территории республики. А если говорить о статистике, о цифрах, какова она на сегодняшний день? Статистика на сегодняшний день, к сожалению, неутешительная, да? Несмотря на то, что у нас наблюдается на территории нашего района незначительное снижение по сравнению с прошлым годом, у нас на сегодняшний день зарегистрировано 123 преступления на территории нашего района такого вида. Сумма ущерба составила более 16 миллионов. Это только на территории нашего района. Представляете, на какие цели или как способы идут мошенники? В основном все мошенничества совершаются через сеть интернета, да, то есть и связь. Как вы считаете, актуально ли, сейчас многие говорят о создании киберполиции, да? Насколько она может помочь или заменить в целом уголовный розыск, или это просто разговоры? Ваше мнение как профессионала. Создание киберполиции, оно очень широко обсуждается в социальных сетях, да, в обществе обсуждается. На самом деле в Министерстве внутренних дел России создано такое подразделение, знаменитое, известное подразделение К МВД России, которое занимается преступлениями в сфере компьютерных технологий, интернет-мошенничества и тому подобное. Но я бы, наверное, считаю, что необходимо, все-таки расширить взаимодействие служб безопасности и подразделений МВД. Если будет увеличено, улучшено взаимодействие между службами безопасности банков, представителей связи, сотовой связи, интерактивной связи, то на сегодняшний день я думаю, что результаты они намного будут лучше и выше. И для того, чтобы создавать отдельное какое-то подразделение, мне кажется, это нецелесообразно. На самом деле он существует не только же заключается, сидя за компьютером, раскрывать преступления, но где-то нужно еще и ногами ходить, где-то нужно ходить, разговаривать. Поэтому у нас существует такое подразделение, мы работаем, может быть, не в той доле, как хотелось бы, чтобы граждан оберечь, но во всяком случае мы работаем, мы отрабатываем эти моменты. И на сегодняшний день у нас доля раскрытых преступлений невелика, но она есть. Мы идем к совершенствованию, у нас на сегодняшний день
по территории нашего района раскрыто около 15% преступлений. Цифра незначительная, но мы двигаемся, мы совершенствуемся. Ну, то есть какие-то вот маленькие, но шаги уже предпринимаются и есть, в принципе, результат, да, то есть вот реально найти мошенников и наказать, да, то есть получается? Безусловно. На сегодняшний день как бы мы не 100%, я же говорю, находим этих мошенников. Они, конечно, способы и виды, и схемы эти, они очень широки. Мы находим, мы взаимодействуем со всей территорией Российской Федерации. Мы все подразделения, вся полиция, она едина. И в поисках, если у нас совершено преступление здесь, на территории нашего района, это не говорит, что занимаемся только мы. Занимается вся территория Российской Федерации. Все полицейские занимаются розыском. Если у нас уходит, допустим, звонок, мы выясняем телефон, что находится на территории, ну, скажем, Московской области, да, то мы взаимодействуем с полицией Московской области, с отделом К Московской области, взаимодействуем и устанавливаем этих мошенников, этих лиц. Дмитрий Евгеньевич, вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний день какая-то профилактика ведется вот именно с гражданами по разъяснению, что вот у нас на сегодняшний момент есть такие-то виды мошенничества, и что нужно, как вот органы полиции работают в этом направлении? Безусловно, одно из самых приоритетных направлений сегодняшний день и руководство МВД Республики требует в большей части от нас профилактической составляющей, да, поскольку мошенники действуют, как бы если у нас где-то мы что-то не успеваем с раскрытием, да, то есть нужно профилактировать этот вид преступления. Мы ежедневно раздаем памятки, мы проводим лекции на предприятиях, семинары, рассказываем, какие виды мошенничества бывают, каким способом совершаются, что нужно делать, как делать и что не нужно делать. Мы проводим, на телевидении выступаем, мы на радио ежедневно у нас транслируются аудиоролики о том, что действуют мошенники, какие виды мошенничества производятся. Мы проводим флешмобы, мы записываем видеоролики, которые распространяем в мессенджерах, на телевидении. Мы ежедневно с этим занимаемся, ежедневно объясняем людям, что есть такая ситуация, что ну, не нужно диктовать никакие свои персональные данные, сведения, банковские карты и тому подобное. Ну вот опять же вернемся к статистике, да, вот какая категория населения, к сожалению, попадается больше всего на уловки? Вы знаете, Вот возрастной какой-то вот этот цензор есть? к сожалению, возрастного ценза нет. Попадает у нас и от молодых людей до граждан нашего пенсионного возраста. Мошенники здесь, для них ничего не чуждо, да? То есть дедушки, бабушки, они их последние готовы таким способом отнять. И поэтому, что здесь градации так таковой по видам, по возрасту потерпевших мошенников, от мошенничеств нет. У нас и молодые люди попадают, и среднего возраста граждане наши, и пенсионеры. Это вот самое такое, скажем, больше всего, конечно, это печально, что это пенсионерам попадает. Мы работаем с пенсионным фондом совместно, тоже с пенсионерами отрабатываем, доводим до них и стараемся эту информацию, буклетики раздаем, объясняем, рассказываем. Но, к сожалению, ситуация на сегодняшний день такая. Ну да, ну и мошенничество у нас оно прогрессирует, да? Да, я же говорю, мошенники на сегодняшний день, они с каждым днем совершенствуются. Бывает, иногда возвращаются к старым видам мошенничества, да, но вот на сегодняшний день вроде, вот она очень актуальна, виды, когда представляются представителями банка, да, опять начали возвращаться к интернет-сайтам, то есть продажа, покупка каких-то либо вещей. Я думаю, что сейчас пройдет время, опять начнем возвращаться к видам таких мошенничеств, когда будут звонить, представляться сотрудниками правоохранительных органов и говорить, что ваши близкие попали в беду, и чтобы решить эту проблему, нужно перевести там деньги. Ну да, я помню в свое время популярного разводка был. 3-4 назад такая ситуация у нас была, и как бы у нас и года 3 назад, наверное, тоже вот Авито, вот эта продажа, покупка каких-то либо вещей была. Я думаю, что вот на сегодняшний день опять возвращается ситуация. Так что нужно вот зрителям быть внимательными, не попадаться на такие уловки уже старые. Ну еще, Дмитрий Евгеньевич, а вот если возможно такое, вы можете рассказать о раскрываемости, ну скажем, о последних раскрытых делах, что это были за дела, в каком виде мошенничества, если возможно раскрыть? Ну, в общих словах я могу рассказать, что на сегодняшний день на территории нашего района, да, мы очень хорошо взаимодействуем с службой безопасности банков наших, да, что позволяет нам оперативно среагировать, оперативно отследить, куда уходят деньги, на какие счета, на чьи счета эти находятся. И фактически мы на сегодняшний день раскрываем очень оперативно, я так бы сказал, да, это кража денежных средств карт, которые вот непосредственно граждане стали потерпевшими, оперативно к нам пришли, всю информацию нам необходимую для нас предоставили, мы оперативно
отработали с службой безопасности, вышли на тот регион, где у нас это происходит, где находятся злоумышленники, оперативно отреагировали, оперативно задержали и раскрыли эти преступления. Ну, как бы сказать, вид преступления – это снятие денежных средств именно с карты. Вот этот мы, скажем, оперативно на сегодняшний день раскрываем, стараемся. Ну тут тоже вот в этой ситуации, да, скажем, вот в этом виде мошенничества тоже география обширная, большая. Не факт, что мошенники находятся в нашем городе, в нашем районе, да? География, на самом деле, она такое чувство, как будто весь земной шар. Потому что у нас и мошенники, преступники находятся и за территорией Российской Федерации. Были такие факты, когда у нас денежные средства были сняты, там, допустим, на Мальдивах. Очень часто у нас проскальзывает на Украине находятся преступники. То есть страны и не заканчиваются территорией Российской Федерации. В нашем районе. Да. Не Был? ну, я думаю, что не только в нашем районе, на территории вообще. Были всех. случаи в нашем районе? Да, конечно, были. Отсюда, да? Да. Очень часто сейчас используют мошенники такую связь, как IP-телефония, которая при звонках она шифруется, номера меняются. Вот это вот очень усложняет раскрытие. Ну и в завершении нашей беседы буквально несколько пожеланий нашим гражданам Нерюнгринского района. Уважаемые граждане, если вам позвонили мошенники, не давайте никаких своих персональных данных, не давайте номера карт, пин-кодов, секретных кодов, смс-сообщений. Ложите трубку сразу и звоните 02, либо службу безопасности банка. Вам объяснят, что в отношении вас действуют мошенники. Не передавайте своих персональных данных, уважаемые граждане. Дмитрий Евгеньевич, я благодарю вас за исчерпывающие ответы, за интересную беседу и полезные рекомендации. Спасибо. Напомним, в нашей студии был заместитель начальника ОМВД России по Нерюнгринскому району Дмитрий Базиленко. Пользуясь случаем, хочется призвать граждан быть более бдительными. Помните, что мошенники хорошо знают психологию. Всего вам доброго. Увидимся на канале Якутия 24.